принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, здесь правила одни и цель одна. Дорогие телезрители, мы сейчас находимся в районе птицефабрики, где проходит открытый республиканский чемпионат по мотокроссу. Сегодня проходит первый день открытого чемпионата республики памяти Милютина Владимира Сергеевича. Похвально то, что сегодня даже вот многие владельцы мотоциклов пришли и тоже заявились с желанием участвовать в нашем мероприятии. Мы, конечно, с удовольствием приняли это предложение и дали возможность им с нами посоревноваться. Чемпионат прошел нормально, без травм. Самое главное, что все целые, никто не поломался, ничего. Как бы все довольны проведением гонок. Как бы. Большую благодарность нашим спонсорам, кто помог все это организовать. Как бы, ну, спортсмены были сильные, как бы, соперники, старались, кто смог, тот победил. Как бы. Говорится, побеждает лучший, сильнейший. А кто не смог, пусть тренируются дальше. Успех у них еще все впереди. Турнир «Белые ночи» мы стали проводить с прошлого года. Дело в том, что каждое лето, в июне месяце, мы проводим летнюю школу УШУ. И с июля месяца как бы уходим в летний отпуск на выездные соревнования, тренировки. И начинаем следующее занятие только в сентябре. Бои с каждым разом становятся более интересными, так как больше участников начинает постигать правила проведения этих боев. То есть участвуют, видели, занимавшиеся муай-таем, кикбоксингом, панкратионом, и наши правила, как бы, получается, объединяют их. И поэтому для ребят очень интересно проверить себя с представителями других школ, именно по единым правилам. В данном случае это правила Ушу Саньда.
Василий Миронович проводит очень такие хорошие турниры, очень много участников, и среди детей, и среди взрослых. Тут ребята приходят, опытом обмениваются, результат очень хороший. И надеюсь, что чемпионат, у нас будут чемпионы России по ушу санда. Мы тренируемся по смешанным единоборствам, и тем не менее мы стараемся участвовать во всех единоборствах. Я победил уже 4 раза. 1 раз я занял 2 место, а все 3 первое. Не, ну нормально, как спарринг. А вообще я хочу реванша с Мушараповым, который бой я проиграл 17 февраля на чемпионате республики. Наши соревнования прошли очень организованно. Все начиналось в срок и закончились они также в срок. По ушу санда не было никаких травм, кроме одного привычного выдоха. Все мы знаем, что единоборство — это такой вид, где бывают действительно и нокауты, и нокдауны. Но в этом случае все обошлось, что говорит о том, что у спортсменов растет их подготовленность и травм становится меньше. Сегодня мы играем в Сталкер по компьютерной игре. У нас 3 армии. Монстры — это все дети, человек 21. Сталкеры — это взрослые по группам по 3 человек. И военные — это группа из 10 человек, 2 команды. Каждый сценарий отдельный. Сейчас военные обороняются, а сталкеры монстрами атакуют. Задача — поставить свой флаг на крепость. Сценарийная игра лучше. Тут много людей играет. Барин штурм пошли куртывать. Сценарно интереснее, как бы мотивирует, надо что-то делать за своих, что-то в этом роде. Позавчера я вернулся из города Чебоксары, где проходил Кубок России и Чемпионат России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Я участвовал сначала на Кубке, и мне не повезло, не вошел в тройку призеров. И через 3 дня участвовал на чемпионате. И на чемпионате стрелял уверенно, хорошо. И занял 2 место. Участников было в моем классе 14 человек. И вообще я занимаюсь стрельбой из лука 3,5 года. Начал под руководством тренера-энтузиаста Владимира Ивановича Алексеева. А сейчас тренируюсь под руководством Иксмана Андрея Андреевича. Кроме меня участвовали наши землячки из Москвы. Это результаты есть. Мы вошли как бы в доверие в руководство спорта республики, и нам выделили для тренировок место вот на этом прекрасном дворце, крытом футбольном манеже. И мы будем тренироваться уже зимой
в этом манеже и будем стрелять уже зимой. Не только в зимней дистанции 18 метров, но и у нас появится возможность стрелять зимой летней дистанции 70-90 метров. И не надо будет ехать по сборам. Раньше, до этого мы зимой постоянно ездили на сборы в Нерюнгри. Там стреляли летние дистанции. А теперь уже в этом дворце будем заниматься. Max Power – высококачественное элитное спортивное питание для фитнеса и бодибилдинга от ведущих мировых производителей. Max Power – единственный специализированный магазин в Якутске. Торговый центр «Апельсин», 3-й этаж. В августе 2012 года в столице Республики Якутске пройдет дальневосточный образовательный форум «Саха-Селигер» по направлениям предпринимательства, инноваций и изобретательства, политика, добровольчество и волонтерство, наша армия, информационный поток. Заявки на участие можно оформить на сайте www.sahaseliger.ru или по телефону 841 12 420 255. Не упусти свой шанс стать лучше.